Дорогие друзья, вот в руках у меня шапка, которую сшила я сама своими руками, но я даже вот далекий человек от таких вот дел мастер, понимаю, что носить я ее не могу, потому что в этой шапке, увы, к сожалению, очень-очень много огрехов. Поэтому я обратилась к мастеру по меху, Марина Алексеевна Куличкина. Сегодня она нам расскажет, как мне исправить все мои огрехи вот в этой шапке. И мы сегодня будем работать с соболем. Наверняка у каждого в доме найдется несколько шапочек из соболевого меха, которые уже не носим, но которым хотим дать вторую жизнь. И вот сегодня мы покажем мастер-класс по реанимации вот этой самой шапки. Марина Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы посоветуете? Расскажите, что здесь неправильно? Вот объясните нашим зрителям, что я неправильно сделала в этой шапке. Вот я смотрю в этой шапке, ну, если так сочетание сделать, я думаю, как вот сшитая, но борсы неправильно шитые, да? Ага. Можно вот, если можно так посмотреть, можно и так одевать. Но я думаю, с этой стороны, ну, материал-то разноцветный, поэтому можно так сделать, чтобы, как сказать, скомбинировать направление меха. Можно и так сделать. С этой стороны вы перед, да, вот это, ага, идет борс вверх. А вот я вижу, с этой стороны борс идет вниз идет, и с этой стороны вниз идет. А с другой стороны, вот это посмотрю, ну она, я не думаю, что она плохо шьет, но нормально шита, но все равно борс надо чуть-чуть так, вверх. С этой стороны, если вверх идет, с этой стороны вверх должна сделать. Ага. И самый задний час у нас идет поперек, да? Называется, да? Ага. Вот так идет, но с этой стороны мы не будем трогать. Теперь мы будем с этой стороны вот этих две части надо, сейчас мы сделаем по-другому. Поменяем местами, чтобы они борсы верхней стороны вот так наверх пошли. Что мы для этого делаем? Для вот этого у вас здесь очень много инструментов. Так, для этого мы берем сначала распоритель, вот это, вот это дает, да. Я беру всегда вот с собой, я беру с 81-го года, у меня такой нож есть, вот который, этот нож берем, с этой стороны я беру, и а я вот с этой стороны. Вот так быстренько, чтобы так. А вы давно шьете? Я как себя помню, я... В общем, вы родились именно с иглой. С малых лет. И с наперстком. Ага, наперстком, вот так. Даже можно так сказать. Да. Наверное, вы потомственная. Первые унты я шила в 78 году, я в 8 классе когда училась. Первые унты. Да. И уже такая серьезная, как бы, такая первая ваша вещь. Да. Здорово. А шапки шью, ну, разные бывают. Шапки у нас без белого писа у нас, когда... Ну, отец-то у нас охотником был, а мать шила. Она у меня очень хорошо шила. И у меня в детстве бабушка была слепая. Она ничего не видит, у нее такой же нож был, и она очень хорошо шила. Я все время рядом сидела, и помогали ей. Да, я сейчас вспоминаю, как она может так шить. Я без очков, ну, если так сказать, без очков-то. Но ваша бабушка была очень большая мастерица. Да. И поэтому она просто вот на ощупь. На ощупь. Видимо, получается, и эта иголка с ниткой тоже она так, и на машинке она хорошо шила. Ну, это в севере. Я сама-то с Устьянского Луса, села Казачье. И у нас-то без шитья никак не можем. Конечно. Ну, сейчас уже пошла
мода, вот китайская одежда одеваем, и этот молодые одевают. Ну, сейчас только начали одевать меховые изделия, которые мы сами ручную обрабатываем ручную. И я сама это делаю как бы Постепенно наше ремесло возвращается, да, опять мода на него. Да. И этот меховые одежды, сукуй, которые вот так одеваешь, такую тоже шьем. Сейчас у меня очень много заказа. Поэтому я шкуру... Ну, конечно, в наши зимы без натурального меха это очень-очень, как бы, такое еще дело, очень опасное, да? Ну, еще, потому что все-таки еще стало сейчас все лучше вот, меха ничего нет на свете. Сейчас стало, натурального. вот, так говорится, по выставкам ехать, да? Ну, поэтому все хотят натуральные, чтобы домашней выделкой. Вот. Это Так была почти старая что. шапочка, которую шила моей маме ее тетушка. Вот. Шапочка была красивая, она ее очень долго радовала, но вот теперь она переживает второе рождение и, увы, как-то не очень удачно в моих умелых, в кавычках, Нет, ручках. Нет, нормально, ничего. Первый раз, если шить, это уже нормально, я так считаю. Вот. Но я, вот. когда шила, я смотрела очень много материалов в Ютубе, мех как-то смачивают, но я так и не разобралась, в какую, как бы сказать, ну, направление меха. Вот в чем моя главная ошибка, да, вот Да. получилось. Вот это. Мы сейчас убираем эту и эту, да? Серединку. Вот текст хорошо. Видите, вот мех старый, да, вот, значит, мздра вся пожелтевшая. И для этого, чтобы она сразу, ну, уже они такие стали, да, старые, они быстро ломаются. Поэтому я вот приготовила с хозяйственного мыла, я вот так намачиваю. Раствор, да? Немножечко вот так, чтобы это... Влажными руками. Влажными руками вот так. Не сильно, а вот так немного, слегка, чтобы, если сильно, она как бы... А вот свойства меха, он же может растягиваться, да? Да, они растягиваются. Вот, и вот так немножечко можно вот так сложить и немножечко вот так сделать. Пусть полежит, отдохнет немножко, как бы, да? А вот эту я сейчас покажу вам. Ну, эта выделка очень хорошая. Но... Она тоже ручная или вот как-то с химикатами, как-то ну, вот... чуть-чуть химией использовали вот эту. Ну, современные рукодельницы используют химию, а вот наши бабушки, прабабушки, они использовали чисто вот натуральные... Нет, да, чисто натурально. Но я вообще химикатом не пользуюсь, потому что... Они разрушают структуру мздры. Структура. Ну, сейчас они... Почему они пользуются химикатом, да? Потому что, чтобы быстрее и этот не сидеть, вот так не делать, поэтому они... У меня вот такой... Скребок. Скребок есть маленький. Миниатюрный. Я всегда с собой ношу, но у меня вот это 15 лет уже. Верой и правдой служит. Верой и правдой. Каждый день я без этого не могу. Вот, видите, я скребок, немножко соскребаем мздру старую, которая окостенела. Да. Это вот остатки жира, да, остатки кожи? жира и остатки, которые этот, ну, химией они... Это уже со временем как бы нарастилось, да? Нет, ведь, если химия делают, они всю сразу не берут, потому что у них сразу мягкое становится, поэтому они сразу не берут. Мздру, то есть не убирают. Ага. Это тонкий слой кожи, Да. который он не нужен. И потом у нас появляется, когда мы одеваем, уже постареет, старое становится, и вот эту мздра выходит внутри, и она быстро-быстро вот так можно убирать, и замочить вот это, которое я говорю, с этими, и этот у нас чуть-чуть побольше будет. И А вот, чем отличается натуральная от, ну, скажем, от химической обработки? вот потрогайте, вот это
химическая обработка, да, вот это. Ага, вот видите, она какая мягенькая, какая это, да. Ну, хотя она старая, но вот это не шуршит. Но все равно, если шуршит, но вот так сделаем, и сразу она легкая. Ну, вот это А вот становится. из-за чего происходит шуршание меха? Это можно сказать, что это мех плохой там или Нет. что? Или мы можем сказать только о том, что вот это шуршание происходит со временем Мех из-за надо хранить, хорошо проветриваемом месте? да. И это главное, чтобы этот в квартире не хранилось. В балконе или где-нибудь. А такое даже в чуть- жару это можно разве? Ну, в жару они... У нас же очень жарко на балконе. Обычно я делаю вот эту, когда храню шапку, так делаю вот так, например, вот так, да? Я делаю и вниз вот так делаю. Переворачиваете Переворачиваю, и вот сюда, и газеткой переворачиваю, ну, это Оборачиваете. оборачиваю, и сложу. Ага. И сразу у меня, как я в частном доме живу, у меня в кладовке. Всё То есть у идет. вас там Ага. прохладно. Ну, когда вот в квартире лежит, поэтому они быстрее высыхают. Ну, то есть при хранении мы, значит, такими, так сказать, руководствуемся соображениями на предмет того, что мех должен находиться все-таки на воздухе, да? воздухе, ага. Газетой мы Ветреный. оборачиваем свое меховое изделие для того, чтобы сохранить этот мех от моли вездесущей, к сожалению, да? Вот так сделали, вот уже нормально стало чуть-чуть. С этой стороны тоже скребем немножечко, вот, чтобы так было. А старые мы всегда вот берем, когда шьем, надо замачивать, вот это, чтобы они не ломались. Сейчас, То есть, да. чтобы не было изломов именно в местах швов, да? И вот это сейчас я покажу вам с этой стороны. Очень хорошо шитая. Не могу даже Ухватить. Я очки свои, вторую глаза одену. Ну вот видите, это вот я как-то вот постаралась от ничего, души пришить намертво, чтоб никаких прорех. Вот старые меха надо шить тонкими Нитками, тонкими нитками и тонкими иглами. иглами, чтобы этот швы не разорвалось. Поэтому надо тонкими. А если большие иголки, она быстро... Да, то есть они делают дырки Дырки на есть мехе, и этот сразу мех потом разойдется. Ну, это логично, разойдется. да. Так что- Оказывается так. Так что вот эту надо хорошенько. Вот с этой стороны мы убрали. Вот с этой стороны. Теперь вот эту. Мне поможете? А вот вам больше всего нравится по какому меху работать? Вот с каким мехом? Самый такой пластичный, самый такой, ну скажем, легкий, в обработке, в шитье. Такого меха нету. Я как... То есть любой мех, он такой имеет свои особенности? Да, особенности у все меха, все Разные. разные. И секреты, соответственно, разные. Конечно. То есть вы сказали, вот по соболю нужно работать, во-первых, в изделии нужно смотреть направление ворса. Да. Вот. А как понять, если, допустим, вот эти вот кусочки, ну вот кусочек, я не знаю, это или задняя часть, или, ну, наверное, вот или мы- верхняя часть. Так. И вот как понять, куда идет, куда смотрит, куда ворс, вот эта направление сторона ворса, уже нижняя часть. нижняя часть, это нижняя. животик. Не животик, а нижняя часть с этой стороны. Где, Где хвостик. Хвостик, ага. Так, вот эта то есть сторона это такая. спинка, хвостик, да? Да. Ага. А вот эту я... И направление меха, соответственно, идет к Так, хвостику, да? хвостик Если идет, вот ага. представить себе живого Если соболька. Вот это берем, вот эта сторона, с этой стороны она идет вверх, вот Понятно. голова. То есть, да. голова. То есть а направление- это середина вот так идет. И видите, она И если так соединить, идет. например, да, то Вот так получится одна единое полотно, да? как Единое бы? полотно. Ну,
вот эту вот так и взяли. Видите, свет у них. А когда шьют, например, ну, допустим, головной убор, шапку, да, мех куда должен смотреть вот по направлению? Ну, например, от лба. Куда он должен смотреть мех? Нет, Вверх или вниз, или от как? какой это зависит? От модели шапки? От модели шапки. Ну, часто они делают верхняя сторона, что наверх что шло. Чтобы наверх. Понятно. То есть вот то, что к хвостику идет, Да. ну понятно, да? Друзья, вы поняли, да? То есть, допустим, вот так, то здесь вот представьте, что здесь был хвостик у соболя, соответственно, мех должен идти вверх, от лба. А, допустим, от боков, тоже в сторону, да? Да. Туда, Нет, к затылку. они все. Если вот круглую шапку шить, да? Шапку прямо без ничего, прямо вот такую, она должна быть, все наверх должны идти. То есть весь ворс, Да. дорогие друзья, должен идти вверх к макушке головы, да? Ну вот так вот, чтобы было понятно. А вот такие шапки, если вот ушанку шить, она должна у вас вот с этой стороны вот вниз идет. Вниз да? идет, да. Мы вот так делаем, что вот отсюда и отсюда чтоб было. То есть если это ушанка, Да, если мы об если ушанке говорим. ушанке говорим. Ага, то есть получается, ворс должен смотреть вниз, Вниз. и с этой стороны тоже ворс должен смотреть Да, вниз. вниз. А вот с этой стороны вот Верхняя часть. Нет, это не верхняя часть, а это у нас получается Затылок? затылок. Затылок должны, с этой стороны вот так идет, затылок должен тоже вот так идти. То есть затылочная часть вверх тоже идет? Вверх идет. Ага. Потом вот это вот так сделаем, она идет как бы пушная становится. Пушистенькая. Поэтому вот так мы все делаем. А вот где Боярку и Ярославну, если сделать, здесь шоп делаем, и она должна вот так. Соединяем вот эту, другую взяла, соединяем вот так. Ворс должна... Мех, как бы ворс должен идти навстречу друг другу. Да, поперек. Ну, то есть, получается, соответственно, это вот так вот, допустим, вот Ярославна, вот имеется в виду вот так, да? Да. Ага. Вот, То есть на середине лба встречается, и получается, что ворс идет навстречу друг другу. То есть направление меха вот сюда, вверх идет, да? С этой стороны, ну, этот, как сказать... Навстречу друг другу. Навстречу друг другу должны идти. Самая передняя часть. А вот где макушечка вот эта, да? Передняя, она должна идти вперед. Где наша сторона, вот лицевая сторона, да? Вот она должна вот так идти. Вот. Вот соединяем. Вот так. Я сейчас вам все покажу. Немножечко Иголочкой, так, да? Иголочкой. Ага. Так, иголочкой сделаем. У нас так пошла. О, вот то есть так. вид уже совсем другой, да? И эту вот сюда, чтобы она... Здесь у нас ворс идет, самая середина, да? Она должна вот сюда попадать. Это и Ворс, это. куда он идет? Ворс идет Вниз как бы. Вниз. Это при пошиве Ярославны шапочки. Или боярки, да? На боярке и на Ярославна. Вот у нас получилось вот такое, как бы шапочка, да, вот такое получается. Вот. И можно вот так сделать, чтобы здесь, вот как у вас здесь шитое, можно вот так сделать и одевать. А сзади как это оформить? Ну, вот сзади-то потом не... Это уже Это уже другое. история такая. Так, такая. Ну, в общем... Можно вот такое сделать, но вот эти, да, которые у нас боковую идет. Можно вот эту, так идет. Вот эта сторона так идет. Чтобы сразу незаметно было, надо взять вот эту как-то вот так. Внахлёст? Да, вот так взять, и получится такая. Ну, цвет надо найти такую, какую вы Светлый. Светлую, ага. Но светлый, к сожалению, увы и ах. Ну, у нас есть вот это, Вот да? здесь вот кусочечек. Кусочек вот это.
можно вот так сделать, и она получится у нас, она у нас получится вот так. То есть сзади это Сзади. задняя часть будет? Это задняя часть будет. Ага, ага. Можно и так сделать. Можно, вот это хорошая сторона, можно сделать как-то сюда добавить и сюда добавить. Если очень хороший мех, можно вот так сделать. С этой стороны добавим и с другой стороны, чтобы здесь пушистые. Пушистые бывает. Поэтому можно вот это убрать и вот сюда вот так сделать, чтобы они нормальные были. Вот так, якобы так. Вот так, чтобы было. Ну, и это будет центр головы, да? В смысле, это лоб? С этой стороны добавляем и с другой стороны, чтобы Так, они вместе друг другу на Так, встрече а где пошли. будет лицо-то тогда? Ну, Лицо главное. будет, главная сторона будет вот эта сторона. Ну, это мы-то нормально сделаем, отсюда вот эту... И то есть это не видно будет, да, Ага, не совершенно? будет. Вот эту сторону вот так убираем. Ага. Вот сюда шьем, чтобы не видно было. Мы это все помоем, этот меха и Почистим. почистим. И сначала надо сравнить. Где старая вот эта сторона, да, вот это, мы убираем, когда мы шьем, да? А Вот почему? где-то, Ага. потому что здесь уже всё потёрлось. уже потерлось, поэтому где-то. А вот 7, соболь вообще, у него сколько периодов, ну, скажем так, зимних носки? Это, Кто как одевает. Ага. ну, как? Ну, допустим, надел И подарок мужа на свадьбу и снял на золотую свадьбу. Так же не получится? Нет ведь? не знаю, если кто-то очень часто, в год 1 раз, 2 раза, если одевает, По можно. праздникам. Да. Тогда мы доживем до Да, золотой да, свадьбы. да, до золотой Ну, а свадьбы. если все-таки у нас же мех это как бы необходимость, это не Да. роскошь. Зима-то у нас 9 месяцев. Ну, где-то все равно 10 год можно одевать. 10 лет? Ага. То есть при такой аккуратной носке, да? То есть Аккуратной носке, аккуратно ага. эксплуатировать. Да. То есть закончилась зима, не надо шапку скрутил и куда-то там забросил, а аккуратненько, вот как Сложили объяснила Марина это. Алексеевна, да. Вот так. Угу, Можно и так сделать. То есть это у нас будет центр. Это И с центр другой будет. стороны мы И с- тоже... и с другой стороны- тоже нужно подрезать? Да, с другой стороны тоже можно подрезать. Такую же, вот такую же взять. Так. Мгм. Ага. Вот это вот так и так получается, да? То есть, а где у нас лицо будет? Получается, вот здесь. Лицо у нас будет вот здесь. Если И- хорошо сшить, вот это уже совсем не видно будет. Вот это, вот я сложу, вот видите, она совсем не видно, да? Вот Да, если так вот посчитать. продолжение. Ага, Черненькая полосочка посередочке. Можно сначала надо научиться, чтобы бурсы правильно лежали. Расположить, это самое главное. Самое главное, я так думаю, это бурсы, чтобы правильно лежали. Ага, тогда только у нас получается хороший этот. Вот я, например, просто так, ну, Накидали, ну как бы, да, просто. на Ну, скорую видите, руку. вот она уже якобы одна целая, да? Одна целая, Одна да, целая очень становится. красиво. Вот так. И с той Если хорошенько вот это сшить, вот это, она вообще незаметно будет. И с этой стороны вот так делаем, и с другой стороны тоже такое берем, и они должны встречаться друг к другу вот так. А когда сшиваешь, нужно ли смачивать мех, ну, чтобы он... Я, например, смачивала. Конечно, Ну, нельзя. конечно же, не прям вот, чтобы вода капала, Да. а слегка-слегка вот влажной рукой. Обязательно надо, Чтобы мех не Да. мешал, Друг ведь другу, это же не вот, ткань, поэтому вот этот мех, чтобы он не мешал и хорошо как бы шов получился красивым. Значит, мы так поняли, что иголочка должна быть тоненькой, нитки тоже должны быть тонкими. тоненькие. Ага. Мгм. Должны Потому быть. что это не ткань, это не шерсть, а это И мех. вот дело в том, что мы, когда шьем, да, иголку вот так держим. Ой, вот так держим.
иголку вот Да, так. да, да. Ага. А когда тоненький когда мех? мех, тонкий мех, вот на персток вот сюда деваем. Мгм. На третий пальчик. Ага. И с этой стороны она иголочку вот так держим, Мгм. и с этой стороны вот так немножечко вот. И с этой стороны уже получилось, Мгм. Как один мех. да, с этой стороны и с этой стороны уже получается как один мех. Мгм. Ага, Как вот будто так. одна шкурка Одна большая. шкурка большая. Она незаметно будет все равно. И мы соединяем с той стороны и с этой стороны. Они вот так, чтобы Соединяться. они вот так смотрелись. И у нас получится одно единое полотно. одно единое. Посередке у нас черненькая Да. линия красивая, природная. Вот. И вот бывшего где нашего голова самолетчика. сторона, вот это уже ненужные. Мгм. Можно вот это вот так Обрезать. обрезать, чтобы с той стороны Излишки. И с той излишки, стороны. и с той стороны тоже вот так делаем, и одна целая Соединиться. получается. Ага. Хорошо. Одна Теперь целая потом, получается. очень быстренько, вот это вот у нас подкладочная ткань. Да. Важно ли ее пришить Обязательно. на место? Обязательно. Обязательно А надо, потом ага. уже в том же виде мы Да. пришиваем уже к Вот- самой вот, шапке, вот да? сюда, ага. И с этой стороны, и с другой стороны, как бы раньше шили, можно вот так подшивать. Но если хорошо, чтобы она держалась, и это нормально смотрится, вот сюда надо флизелин. Ну, все понятно. В общем, дорогие друзья, к сожалению, время нашего мастер-класса завершается. И вот, дорогие друзья, что у нас получилось. Вот, в принципе, можно вернуть вот эту шапку из серии «Иван Васильевич меняет профессию». Можно переделать. Вот как мне сейчас помог мастер, да, помогла наша Мария Алексеевна. И получится наша шапочка, которую можно носить и радоваться жизни. Жизни.